Сегодня мы поговорим о голосе, который заставили замолчать слишком рано. Это история Малики Зиявудун. Представьте себе эту картину. Каждую пятницу пожилая женщина приходит на могилу своей дочери. В руках у нее, всего-то мешочек с зерном и чайник с водой. Она сидит, молится. А потом, когда слетаются птицы, она бросает им зерно и тихо говорит: «Это за мою дочь». Вот такой ритуал. Все, что у нее осталось от огромной любви и такой же огромной потери. И вот, чтобы понять, кого же потеряла эта мать, кого потеряли все мы, послушайте. Это строки из самой известной песни Малики, песни, которая стала по-настоящему народной. Эти слова, полные любви и памяти, звучат и сегодня. В них вся ее душа. Душа артистки, которую у нас отняли. Так кто же она такая, эта женщина? Малика Зиявудун. Поэтесса, да, артистка, безусловно, но еще и бунтарка. И знаете, чтобы по-настоящему осознать всю трагедию ее смерти, нам нужно сначала увидеть, насколько яркой была ее жизнь. Ее гений проявился, просто невероятно рано. Это даже не про талант, это был настоящий феномен. Подумайте только, 8 лет! В 8 лет она публикует свою первую загадку, да не где-нибудь, а в крупной газете. И загадка была такой сложной, что по свидетельствам взрослые ломали над ней голову целых 2 года. 2 года. 8-летний ребенок поставил в тупик взрослых. И это еще не все. Проходит всего 2 года, ей 10, она еще в 3 классе, и она сдает сложнейший экзамен для взрослых и набирает 98 баллов. 10-летняя девочка соревнуется со взрослыми и побеждает. Это был, конечно, только намек на то, кем она должна была стать. Но дело не только в уме. В Малике как будто жили 2 разных человека. С одной стороны, невероятно утонченная, изящная артистка, а с другой — настоящий бесстрашный воин. Когда она выходила на сцену, это было целое событие. Говорят, она не просто шла, она выпархивала, как птица. И публика ее обожала. Зал взрывался аплодисментами еще до того, как она успевала что-то сказать. Просто от одного ее присутствия. Она была самое изящество. А теперь представьте другую картину. Эта же хрупкая девушка во время гастролей видит артиллерийское орудие. И что она делает? Никакого страха. Она подходит и, к полному изумлению бывалых солдат, мастерски стреляет из него. Шок и восхищение. Спрашивается, откуда в ней столько огня? А ответ, как оказалось, в ее корнях, в ее крови. Она ведь была внучкой Ходжи Низа Хаджи, легендарного предводителя уйгурского восстания. Так что этот воинственный дух, он был ее наследием. Она помнила не только песни, но и битвы. И вот этот-то несгибаемый, воинственный дух и столкнулся с самой темной силой своего времени. Тут наша история делает очень резкий и очень страшный поворот. Все изменилось в 66-м. Нагрянула культурная революция, и политика просто обрушилась на искусство. Всенародная любимица, гениальная артистка вдруг превратилась во врага народа, в представительницу буржуазии. Сам ее талант, ее популярность — все это стало поводом для обвинений. Вы только посмотрите, как быстро все произошло, буквально за несколько месяцев. От обожания всей страны до тюремной камеры. Сначала эти ужасные плакаты с доносами по всему городу. Потом унизительные шествия по улицам. У нее насильно отрезали ее роскошные волосы, которыми она так дорожила. И финал 14 октября — официальный арест. И вот есть один момент, который, пожалуй, лучше всего раскрывает ее характер. Свои унижения, свою боль она переносила стоически, без слез. Но потом она увидела, как издеваются над Пашей Ишан, почитаемой уже немолодой певицей, увидела эти тряпки в ее волосах, и вот тут Малика не выдержала. Она просто подошла, обняла ее и зарыдала, понимаете? Ее сломило не собственное горе, а унижение человека, которого она глубоко уважала. Но тюрьма ее не сломала. Наоборот, именно там ее дух воина, дух ее деда проявился в полную силу. Она не просила пощады на допросах, и когда следователь посмел оскорбить ее деда, назвав его бандитом, она взорвалась. «Закрой рот!» — крикнула она. «Он был командиром повстанцев. У тебя нет права порочить его имя». Она смотрела им прямо в глаза, бросала вызов, и прекрасно знала, чем это для нее обернется. Расплата была чудовищной. За эту дерзость ей в рот засунули проволоку и крутили, пока не пошла кровь. Они пытались заткнуть ее физически, но ее дух они сломить так и не смогли. И вот мы подходим к финалу, к последней, самой темной главе этой истории.
о том, как самый яркий свет гасит самой грубой и жестокой силой. 22 июня 1970 года. Ей было всего 32. В этих двух цифрах вся трагедия. Целая жизнь, полная гения, таланта, смелости, просто оборвалась. А то, как она умерла, это просто чудовищно. После месяцев каторжных работ ее нашли мертвой на бетонном полу, тело изувечено, во рту ручка от швабры. Ее заставили замолчать. Навсегда. И, конечно, никакого расследования не было. Никто не ответил за это. Это была не просто смерть. Это была показательная казнь. И вот что важно понять. Мир потерял не просто женщину, мир потерял вундеркинда. Потерял изящную, любимую всеми артистку, потерял огненного воина, верного друга и, конечно, блистательную поэтессу, чьи песни поют до сих пор. Поэтому история Малики — это больше, чем личная трагедия. Не зря в источниках приводят эту древнюю, горькую цитату. Ее судьба стала символом того, как уничтожали целое поколение талантов. И главный вопрос, который остается висеть в воздухе — сколько еще таких песен было заглушено, и услышим мы их когда-нибудь снова?